Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлуль уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфана бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимуль хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы проходили книгу «Недуги сердца» Муфсидатуль Кулуб. Мы дошли до темы пример того, к чему люди относятся небрежно и беспечно. Иншаллах, будем проходить, и после урока можно будет задавать вопросы. В последнее время появилось очень много небрежных людей. Гафля называется, тафрит называется на арабском языке. Много стало тех вещей, в которых люди относятся с пренебрежением и без должного внимания. Обязанность верующего напоминать о них брату, извлекать для себя пользу из этого наставления. То есть своим братьям и сестрам верующий должен напоминать. Насиха должны делать все. Это даже была присяга у сподвижников, ради Аллаху анхум, что они делают присягу ликулли муслимин. То есть делают присягу насихатам каждому мусульманину, я хочу сказать. Они делают пророку, саллаллаху алейхи вассалям, присягу, что они будут делать насиха каждому мусульманину. Ниже перечислены некоторые вещи, к которым люди относятся беспечно. То есть, следующее приведем, иншаллах. Беспечность, гафля, в чем бывает? В первую очередь бывает в Аллахе. То есть, не изучает Аллаха, его единобожие не изучает. Второе, пророки, саллаллаху алейхи вассалям, также и в религии. И тут он перечисляет то, что я сказал коротко, перечисляет он более подробно. А дальше, как мы сказали, бывает беспечность к людям, бывает беспечность в семье, за кого он должен заботиться, за природой, тоже бывают люди беспечные. Но самое опасное, если быть беспечным к Аллаху, его посланнику и также религии, это более опасно. Первое, он тут говорит, автор нам, изучение религии Всевышнего Аллаха. Первое это. Невежество, незнание религии Всевышнего причина совершения грехов. Если человек не знает свою религию, не знает, куда он должен идти, с какой провизией он должен идти, и как он должен приготовить эту провизию, какой чемодан, какая провизия, что принимается у Аллаха, что не принимается у Аллаха. Ради Аллаха нужно делать, на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников нужно делать. А если не так, то не принимается наоборот. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Сура Ниса, 115 аяте, Аллах говорит нам, коротко в этом аяте, можете вернуться в тафсир, то есть перевод есть тафсира. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ, тот, кто воспротивился пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то есть вел он нововведение, должен быть искренним и быть на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижника в этом аяте говорится. В противном случае человек идет в ад. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, после того, как выявилась ему истина, где есть истина, где есть путь истины, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Он будет идти туда, куда он стремился. Он не стремился к довольству Аллаха. А довольство Аллаха бывает искренностью. Ради Аллаха искренне ты должен поклоняться. И также на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижников. Если не так, в противном случае наказание будет наоборот. Итак, дальше для этого мы говорим, изучайте свою религию, чтобы быть обитателем рая. Необходимости религии имеется в виду. Необходимости религии нужно знать, чтобы оберегать свою религию. Дальше говорится, причина совершения грехов, а грехи ожесточают сердца. Это что? Невежество. И грехи, да, бывает у каждого, скажет, каждый человек грешный. Да, бессомненно, каждый человек грешный. Однако среди этих грешников есть разница. Тот, кто делает многобожие, и тот, кто делает большие грехи, и тот, кто делает маленькие грехи. Есть разница? Есть, конечно. Есть 7 смертных грехов. Есть обычные грехи, которые мы перечисляем, 70 больших грехов. И там есть 7 больших грехов смертных.
Но однако маленькие грехи тот, кто делает, он не подобен тому, кто делает большие грехи. А как ты узнал эти большие грехи? Конечно, через знание. Мы же вам давали знания, чтобы узнали и оставили, чтобы были ближе к Аллаху. То есть тот, кто скидывает в себе эти грехи, раскаиваясь перед Аллахом, то облегчает свою жизнь. Дальше говорится, в результате человек становится небрежным и не думает об Аллахе, о мире вечном. Почему? Потому что человек не изучает религию. Он не думает ни об Аллахе, ни о мире вечном. Говоря, что мусульмане, сколько таких этнических мусульман, которые не исполняют приказы Аллаха, не оставляют грехи, даже смертные. Как будет бояться расчета тот, кто не знает о существовании сират? Вот у нас схема судного дня. Кто желает посмотреть? У нас на телеграм-канале есть эта схема, кто желает. Через мост нужно пройти. Он не знает, что такое мост, что нужно через мост пройти ада и зайти в рай. Он не знает, потому что он не искал знания. А мост, сират, тоньше волоска, острее лезвия. Через него все должны пройти. И весов, не знает он понятия весов. Будут взвешиваться его дела, его книги, 99 книг, и также он сам. В результате человек становится небрежным и не думает об Аллахе и о мире вечном. Не думает он о судном дне. Как будет бояться расчета? Расчет будет по-любому. Аллах будет спрашивать, как в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, Аллах спросит за время потерянное, за здоровье, за молодость, за деньги, откуда заработал, куда потратил. Пятое, Аллах спросит за знание. Почему ты не учил? Почему ты не учил, не требовал знаний? У тебя были возможности. Почему ты был обеспечен собиранием знания, приобретением знания? Почему ты был обеспечен? Аллах спросит за знание, почему ты не жил теперь по знаниям. Опаснее не знать и потом еще не делать. Знать и не делать это более легко, чем вообще не знать и не знает и не делает. Беда бывает тогда. Теперь дальше, ниже перечислены некоторые вещи, к которым люди относятся беспечно. Первое, мы это сказали, именно невежество приводит к расколу внутри мусульман, мусульманской общины, и становится причиной жизни в слепоте и заблуждении. А иногда его следствием становится совершение грехов отношений невинных. Мусульмане и не мусульмане страдают от этих, то есть верующие и неверующие, иноверцы, все страдают от этого невежды мусульманина. От этого невежды мусульманина все страдают. Почему? Потому что он не знающий свою религию. Кады маликитского толка, смотрите, кады, судья маликитского мазаба, имеется в виду Абу Бакр ибн аль-Араби называется, это не другой ибн Араби, который сказал, что Аллах является везде, что в свине, что в собаке. Это человек, тот, кто так говорит, вышел из ислама. Приводит историю, этот ученый Ахлю Сунна приводит историю Абу Бакр ибн Араби, наглядно показывающий, до чего может довести человека невежество. Шейх ат-Тартуши как-то раз навестил одного эндалузского факиха, ученого фикха, из числа его современников. Он зашел в одну из пограничных мечетей, чтобы совершить молитву. А там в это время находился Ибн аль-Араби. Ибн Араби, вот этот шейх Абу Бакр, маликитского мазаби. Туда зашел шейх Тартуши тоже. Совершил добровольную молитву, сопровождая поднятие рук Аллаху Акбар при рукуи. Когда поднимается сами Аллаху лиман хамида, поднимал он руки, произнесением такбира при совершении поясного поклона и при выпрямлении после него. Это поднятие поминается в хадисах, переданных от пророка, саллаллаху саллям, достоверным путем. Однако существует версия, получившая известность среди маликитов. Однако что? Существует версия, получившая известность среди маликитов, ученых, Малик Мазабу имеется в виду, и также последователей. Среди них это чего? Однако существует версия, получившая известность среди маликитов и распространяющая среди жителей Андалусии, и согласно ей,
в этих двух положениях руки поднимать не нужно. То есть не обязательно сказано, не нужно, не обязательно. И так дальше. И когда шейх ат-Тартуши сделал это, а он следовал сунне пророка, саллаллаху саллям, получилось, что он совершил нечто противоположное тому, к чему привыкли последователи маликитского мазаба. То есть малики мазаби люди, они не привыкли к этому. Они были удивлены, когда он сделал таким образом поднятие рук. Адмирал, который сидел, большой чиновник, да, адмирал, который сидел там, тоже дожидаясь молитвы, это возмутило. Смотрите, что делают невежды. Последствия, какие делают невежды. И как этими невеждами пользуются власть имущие, пользуются разных видов так называемых муфтиятом, или имамами, или шейхами, религиозными деятелями. Когда они невежды, что они делают? Они травят людей против друг друга. Они проливают кровь, это невежество. Ислам призывает, наоборот, обезопасить людей, наоборот, чтобы не было крови, заключает договора, заключает союзы, какие-то торговые союзы, заключает союзы, чтобы крови не было. Ислам пришел, принося все хорошее, убирая все вредное. И так дальше. Адмирала, который сидел там же, дожидаясь молитвы, это возмутило. И он велел своим воинам убить шейха Тартуши. Маликитский мазабы, фиких, большой известный шейх Тартуши. И сказал он убить его и выбросить его тело в море. Этот адмирал. Представляете? Как себя ведут невежественные люди, так называемые имамы, шейхи, муфтиятчики. То есть, что они делают? Они дозволяют кровь людей под разными именами. Говорят там хавариджи, говорят, или другое говорят, допустим, кафири говорят, мушрики говорят, вероотступник говорит. Налево-направо разбрасывают некоторые люди. Некоторые люди разбрасывают налево-направо. Ибн аль-Араби рассказывает теперь, сердце едва не выпрыгнуло, у него сердце едва не вышло. И у меня из груди, и я воскликнул, это же от Тартуши. Он воскликнул в мечети. Один из величайших факихов нашего времени. Чуть не убили самого большого алима, хорошего человека, ученого. Они спросили, как сегодня так делают обычно. Кто не с ними, тот против нас. Вот так они решают вопросы. Чисто мафиозные группировки получается. Чисто мафиозные. Это правило дьявола на самом-то деле. Кто не с нами, тот против нас. Это правило у дьявола. И они также и думают, и делают. И кто не с ними, тот против нас. Итак, это неправильное понимание. Они спросили меня, почему же тогда он поднимает руки? Это же Тартуши, один из величайших факихов нашего времени, он сказал Абу Бакр ибн Араби. Они спросили меня, почему же тогда он поднимает руки? Что поднятие рук харам? Что поднятие рук кофр? И он повидал, конечно, не харам, не запрещено и не является запрещенным. Наоборот, желательным. И он повидал им о том, что это сунна, преданная от пророка, саллаллаху саллям. И что и у маликитов есть такая версия, вторая версия есть у маликитов. Однако она не получила известности, он убеждал их, пока они не успокоились. В Тафсир Куртуби это приводится. Задумайтесь же, посмотрите, как невежество может довести людей до того, что они начинают считать дозволенным для себя пролитие крови мусульманина. Субханаллах. Как можно, как в некоторых местах, если человек оставил бороду, их убивали. Если он не одел, допустим, как они убивали. Ля иляха илляллах. Как можно быть таким невежественным? То есть получается, их так называемые святоши, которые они говорят, да, святые у них, они вообще не понимают религию. Они не понимают, есть вторая, третья версия, что одни, допустим, сказали тюбетейку надеть желательно, другие сказали дозволено. Пророк, саллаллаху салям, одевал его из обычая. Хорошо. Но одеть голову, это же не запрещено. Хорошо. Не одел он, но его же не убивает.
Как можно быть таким радикалом? Допустим, я говорю. И другие вещи. И так дальше. Это при том, что действие его было правильным, являлось сунной, виной всему оказалось невежество. Надо было учиться этому адмиралу и им подобным. Незнание религии Всевышнего Аллаха. Надо было учиться также другим муфтиятчикам, шейхам, имамам. Должны были учиться сначала, до того, как выступать, проливать кровь невинных людей. Второе теперь. Книга Всевышнего Аллаха. Небрежность, беспечность насчет Корана. Не изучает, не учит, не читает. Аллах послал эту книгу всем людям и джиннам. Коран. Аллах послал эту книгу. Вот передо мной в футляре своем. Коран. Аллах послал это всем людям. Альхамдулилля. И джиннам. Хорошо. Если человек, привести такой пример, тебе говорят как человеку, такая книга, что тебе будет вечное счастье, что у тебя будет изобилие, все будет у тебя. Ты будешь только в роскоши, богатство миллиардами. Хорошо? Хорошо. Не будет болезни никогда, не будет старости никогда. Ты не увидишь трудности, печали никогда. Ты будешь жить счастливо. Все у тебя будет то, что ты желаешь. Но тебе нужно изучить эту книгу, прочитать, изучить, понять, жить по этой книге, пока ты не встретишься с хозяином этой книги. Тот, кто тебе послал этой книгой, то есть тот, кто тебе послал эту книгу, пока с ним не встретишься, изучай ее, пойми и живи. И придет время, и тогда ты встретишься с ним. Тогда, когда ты встретишься, он тебе обещает все. То, что ты пожелаешь. Что бы сегодня человек сделал бы? Он нанял бы переводчика, где находится этот клад, эта книга. Он нанял бы себе переводчика? Да нет, не может быть такого. Что счастье его, бесконечное богатство его, здоровье его, вечно будет жить он, не почувствует ни жажды, ни голода никогда. Все, то, что мы перечислили только что. Если ты будешь изучать ее, понимать ее, жить по ней, тебе вечное счастье, вечная жизнь. И еще добавок, ты можешь завести с собой в рай кого? Из верующих людей, кого ты любишь. Будешь еще заступником. Представляете? Заступником. И эта книга будет за тебя заступаться. И что сделал бы человек? Доверил бы переводчику? Доверил бы имаму, шейху, муфтию свою религию доверил бы? Валлахи, не доверил бы. Ни муфтию, ни имаму, ни шейху не доверил бы эту религию. Он старался бы понять через Коран, через сунну пророка, саллаллаху саллям, через понимание сподвижников, которые брали эту религию у пророка, саллаллаху саллям. Он сказал бы, я буду изучать так, как изучали праведники. И я на этом буду довольствоваться, потому что не то, что обещано. Мне то, что обещано, это вечное счастье, безграничное наслаждение, безграничное счастье. Не доверился бы ни переводчикам, ни шейхам, ни имамам. Ну как можно свою религию доверять? И есть такие люди, тебе говорят они, это можно делать. Тебе говорят, это ширк, это нельзя делать. Наоборот, другие ширк узаканивают. Многобожие узаканивает. Не доверяй свою религию. Не доверяй свое вечное счастье, как попало разным, как говорится, ораторам. Хоть они не являются богобоязненные люди. Второе, теперь книга Всевышнего Аллаха. Люди беспечны, небрежны, относясь к изучению ее и обучению ее других, также к заучиванию ее наизусть, несмотря на то, что пророк, саллаллаху салям, побуждал ко всему этому. Искусный чтец Корана с благородными посланцами и ангелами, сказано в хадисе. Искусный чтец Корана, с кем он? Благородными посланцами и ангелами. А знающий Коран или часть его наизусть будет возвышен до степени, которая соответствует той части Корана, которую он выучил. И Коран будет в судный день заступником для тех,
кто знал его и чтец Корана, получит право заступаться за своих близких перед Аллахом. Можно вспомнить и другие проявления почета, которые будут оказаны человеку, который заучивает книгу Аллаха и обучает ее других. Если ты сам изучаешь и других обучаешь, конечно. Однако люди не задумаются об этом. Это речь Аллаха, Коран. Третье теперь. Поминание Всевышнего Аллаха. Это запас богобоязни, и к нему стремятся праведные. Это пища для сердец и процветание для стран. Тот, кто возрождает имя Аллаха, возрождает религию Аллаха, возрождается и нация, и народ, и государство. Возрождается. Тот, кто оставляет ее, Коран и Сунну, они наоборот погибают. Они исчезают. И этом есть история. Это пища для сердец и процветание для стран. Посредством поминания Аллаха отводит беды и пагубы. И приверженцы этого понимания пребудут в райских садах. Даже понимание. Понимание, демонстрация сердцем и языком безусловной покорности Аллаху. Украшение поклоняющиеся и величайшие врата Аллаха. Распахнутые между ним и его рабами будут. А сколько людей небрежны к поминанию Аллаха и не произносят слова поминания Аллаха. Не те, что можно найти в Коране и Сунне, ни какие-либо другие. Никакие-либо другие. Один из нас встречает утро, так и не произнося слово поминания Аллаха. Асбахна ва асбахаль мульку лилля. Трудно, не трудно сказать. Прочитай дальше азкары. Затем наступает вечер, он так и не поминал Аллаха. Амсайна ва амсаль мульку лилля. Легко. Верующие входят в мечеть и выходят ничего, при этом не говоря. Представляете, некоторые не знают. И он входит в свой дом и выходит из него, и с языка его снова не слетает ни одной формулы поминания Всевышнего Аллаха. И он слышит рев осла или крик петуха, но не вспоминает о словах поминания Аллаха, которое предписано произносить, услышу эти голоса. Если положение человека таково, то как он вспомнит об Аллахе, когда в нем зашевелятся дозволенные страсти, например, влечение к еде или половой близости. Кто поминает Аллаха в местах поклонения, тот тем более не станет поминать его. То есть смотрите, что он говорит. Кто не поминает Аллаха в местах поклонения, как мечеть и тому подобное, то тем более не станет поминать его в местах, в которых он удовлетворяет свои разные страсти и желания. Понимаете? Даже при близости, половой близости, есть поминание Аллаха, зикр есть. Четвертый теперь. Слова поминания Аллаха, способствующие, четвертый, способствующие обереганию человека от зла и опасности. Утром и вечером делаешь эти дуа. Всевышний Аллах порой напоминает беспечным об установленных ими словах. Поминание посредством испытаний, которое постигает их, заставляет вспоминать об этих словах. Так, что один из них восклицает: «Ах, если бы я помнил об этих словах поминания». Хауля бинт Хаким рассказывает, ас-Сулямия, она радилла анха, передает, что она слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал: когда один из вас останавливается в каком-нибудь месте, пусть скажет: я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил. Ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место. А'удhu би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак. 3 раза скажешь, куда ты заехал, страну, город, село, дом, 3 раза. И иншаллах Аллах тебя будет оберегать. Это приводится в Сахих Муслиме. Ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место. И таким образом Абуль Аббас Ахмад ибн Умар аль-Куртуби сказал: это достоверный хадис и правдивые слова. У нас есть доказательства этого, к тому же мы знаем это по собственному опыту, то есть практике. Ибо поистине с тех пор, как я услышал этот хадис, говорит Абуль Аббас Ахмад ибн Умар аль-Куртуби, он говорит, у нас есть доказательства этого, к тому же мы знаем
Это по собственному опыту. Есть опыт, есть теория шариатская. Если по шариату теория не подходит, по шариату, если нету, то опыта не берется у нас религия. Религия у нас не берется, и убеждение, поклонение, азкары не берется у нас опыта, а берется в первую очередь из шариата. Хорошо? А потом опыт еще дальше нам доказывает, что эти азкары как принесли пользу. Ибо поистине с тех пор, как я услышал этот хадис, я всегда поступаю согласно ему, и ничего никогда не причиняло мне вреда до тех пор, пока однажды я не оставил эти слова. И скорпион ужалил меня ночью в Аль-Махди. В Аль-Махди. То есть место это. Я задумался и вдруг понял, что забыл попросить у Аллаха защиты посредством этих слов. А'уду би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак. 3 раза. Несложно. Муфхим называется книга. Муфхим — это шарх Сахих Муслим, идет книга. Мне довелось, Куртуби тоже, мне довелось услышать историю, рассказанную одним из жителей Медины. Суть ее в том, что он произнес эти слова, поминания в каком-то месте, перед тем, как отправиться домой. Ему предстояло, смотрите, преодолеть путь в 70 километров. В те времена, тем более долгое время, 70 километров. Приехав домой, он снял головной платок, и его сын спросил его: «Папа, что это такое черное у тебя на голове? Смотрите, что?» Тот отряхнул голову, и оказалось, что на голове у него сидел скорпион, которого он вез на себе все 70 километров пути. Представляете, скорпион с ним был. Он сказал: «Я надеюсь, что Аллах защитил меня через эти слова поминания, которые я произнес с наступлением вечера в том месте, в котором я находился тогда». То есть, если в шариате узаконено 3 раза, 3 раза будешь говорить. Если в шариате не узаконено 3 раза говорить, не узаконено. А говорится, просто скажешь такие-то слова. Можно 1 раз сказать, можешь 1 раз сказать. Можешь, допустим, поминание Аллаха для защиты, можешь сказать больше. Лучше нечетные 1 раз, 3 раза, 5 раз, 7 раз, конечно, конечно. Но нету определенности. Ты не можешь также утверждать, баракаллаху фикум, что такое-то нужно придерживаться. 5 теперь, намерение. Умар ибн Хаттаб передает, что я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине дела оцениваются по намерению. Поистине каждый человек обретет лишь то, что намеревался обрести. Многие люди забывают о намерении при исполнении религиозных обязанностей, из-за чего некоторые из них дел оказываются четными. Надо иметь намерение, когда ты делаешь дела ради Аллаха. Поскольку среди дел есть такие для правильности, которых необходимо намерение, как намаз и тому подобное, обязательно намерению. Обычаях не нужно. Так порой люди забывают о намерении совершать данное действие в надежде на награду Аллаха. И эта беспечность и небрежность отнимает немалую часть их награды. Ибо поистине, если человек сформирует в своем сознании соответствующее намерение, совершая что-то дозволенное, его действие превратится в прекрасное приближение к Аллаху. Если ты кушаешь еду, бисмилля, ты делаешь намерение, чтобы укрепить себя, чтобы ты стоял на намазе, чтобы ты учился, чтобы ты преподавал, чтобы ты распространял ислам. Тогда тебе за это поклонение запишется еще, за это намерение. Если человек приобретает необходимые домашние принадлежности, или дом приобретаешь, домашние принадлежности приобретаешь, с правильным намерением, то есть надеясь на награду от Аллаха, то он получит великую награду. То же самое можно сказать об обязательных и необязательных расходах человека. Абу Мас'уд аль-Ансари передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если мусульманин потратил что-то на свою семью с надеждой на награду от Аллаха, это запишется ему как милостыня. Бухари и Муслим приводит этот хадис. Бывает, что человек просто шутит с братом своим. Речь о дозволенной шутке имеется в виду, без вранья. Он может делать это с намерением развеселить своего брата-мусульманина, доставить ему радость, поднять настроение, а может делать это без какого-либо намерения. И тогда за свое действие он не заслуживает ни награды, ни упрека.
за то, что не было намерений. А если у него было ради Аллаха, чтобы укрепить братство, конечно, будет за это намерение награда. Если говорить о супружеских ласках и общении, то это тоже очень часто делается без намерения. Абу Зар, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи сказал: и даже совершение любым из вас полового сношения с женой – это милостыня. Люди спросили о посланнике Аллаха: разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свою страсть, он получит награду? Он сказал: скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит свою страсть запретным образом? Точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награда. Хадис приводит имам Муслим в своем сборнике. Сахих. Ан-Науви сказал, это доказательство того, что дозволенные действия превращаются в милостыню, когда посредством намерения, сказал имам Науви. И даже исполнение супружеских обязанностей становится поклонением. Если мужчина делает это с намерением соблюсти право жены, продемонстрирует хорошее отношение к ней, которое вменил ему в обязанность Всевышний Аллах, или же надежда зачать праведного ребенка, либо удержать себя или жену от прелюбодеяний и от того, чтобы им смотреть на запретное, думать о нем или стремиться к нему, могут быть и другие благие намерения. Имам Науви приводит это. Намерение способно сделать великим незначительное по сути дела. Точно так же великое дело может стать ничтожным из-за намерения, с которым совершается. Абу Бурда, ради Аллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху саллям, послал Абу Муса, ради Аллаху анху, и Абу Муаза, ради Аллаху анхума, в Йемен. Абу Муса и Муаз был послан пророком, саллаллаху саллям, в Йемен. Они отправились в путь, и Муаз спросил Абу Мусу: как ты читаешь Коран? Он ответил: стоя, сидя и верхом на своей верблюдице, и в любых обстоятельствах. Муаз сказал: что касается меня, то я сплю и выстаиваю добровольную молитву. Я надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон, так же, как надеюсь обрести награду за свое стояние. Хадис Бухари приводится. То есть этот сон ради Аллаха, который он готовится для стояния в намазе, за это награда Муазу. Ибн Хаджар сказал о словах: и надеюсь обрести награду от Аллаха за свой сон, так же, как надеюсь обрести награду за свое стояние. То есть он надеялся обрести награду, когда отдыхал и когда трудился, поскольку даже за отдых, если он совершается с целью набраться сил для поклонения, человеку будет награда. Фатхуль Бари книги приводится. Имам Науви также сказал: эти слова означают поистине я сплю с намерением набраться сил и настроиться на поклонение и надеюсь получить награду за это, как надеюсь получить ее за свое стояние, то есть за свои молитвы. Имам Науви говорит. Также Ибн Каим сказал, описывая положение человека, который стремится к Аллаху и к миру вечному и не делает ничего, кроме того, о чем знает, что это угодно Господу, обычные и естественные действия он превращает в поклонение. Посредством намерения использует эти действия как вспомогательные средства для снискания довольства Господа. В общем, он останавливается при первом позыве к совершению какого-либо действия и, исследуя его, находит способ превратить данное действие в еще одну дорожку, ведущую к Господу. И это действие превращается для него в поклонение и приближение к Аллаху. Тарикуль Хиджратейн называется книга. Итак, человек совершает ежедневно множество дел, ходит на работу, ест, пьет, спит, шутит он, разговаривает, продает, покупает, арендует. Все эти действия беспечный человек совершает без правильного, благого намерения. Без правильного, благого намерения. Что же касается людей, усердно и искренне поклоняющихся Аллаху, то они останавливаются перед каждым делом и ищут в своем сердце благое и правильное намерение, которое сделает правильным их дело и превратит обычные действия в поклонение. Теперь шестое, последнее, сейчас уже заканчиваем. Шестое, терпение, иншаллах, закончим. Упорядочивание
упорядочивание дел и правильное отношение к каждому. То есть тартиб у тебя должен быть, порядок должен делать. И правильное отношение к каждому. Награды за разные виды поклонения не одинаковы. И дела различаются по нескольким признакам. Некоторые из них просто являются наилучшими, без привязанности к месту, времени или обстоятельствам. Других делают наилучшими время, которое они совершаются, или место, в котором они совершаются, и так далее. Так чтение Корана относится к наилучшим делам вне зависимости от обстоятельств. Однако при входе в мечеть лучше произнести соответствующую молитву. Дуа надо читать, свой дуа при входе в мечеть, чем читать Коран. И также при входе или выходе. Произнесение слов упоминания, которое предписывается произносить утром и вечером, также важнее чтения Корана. Зикр важнее чтения Корана утром и вечером. То есть имеется в виду зикры. И так далее. Ибн Мас'уд радийаллаху анху говорит, очень мало постился он. Очень мало постился. И говорил, поистине, если я стану поститься, то ослабну. И не смогу совершить дополнительную молитву. И молитву я люблю больше, чем пост. То есть он молился больше, чем пост. Это Табарани приводит это. И если он постился, то всего 3 дня в месяц. Действия, приносящие пользу и другим людям, лучше действий, которые приносят пользу только тому, кто совершает эти действия. То есть, если ты делаешь намаз и получаешь ты только из него пользу, а другие не получают, тогда лучше будет что? Лучше, чтобы другие тоже получали пользу. Это лучше. Обучение полезному знанию лучше дополнительных молитв или постов, если они отвлекают его от обучения других людей. Люди редко обращают внимание на эти различия, важности и ценности дел. И Иблис, дьявол, то есть пользуется этим и старается одержать верх над потомками пророка Адама. И таким способом, то есть побуждая его заниматься менее важными делами и оставлять более значимые и благие. Представляете, Иблис заманивает нас, чтобы мы делали больше благих дел, больше, оставляли важное. Вот такой это дьявол даже. Вот такой он даже, представляете? И дальше шайтан, дьявол, порой открывает перед человеком 70 дверей блага, чтобы привести его к одной двери зла. Или чтобы лишить его блага, которое много лучше этих 70 дверей. И важнее, как сказал Ибн Аль-Каим, Бада'иль Фаваид книги. Ибн Джаузи сказал теперь, Саидуль Хатри книги. Некоторые ученые предпочитали дополнительные молитвы и посты, написанные книги, то есть и посты, написание книги или обучение других людей полезному знанию. И это неправильно, поскольку обучение других – это зерно, которое дает обильный урожай и приносит пользу в течение долгого времени, даже после смерти, потому что люди пишут книги, преподают книги, объясняют книги, больше передается, как говорится, эти знания, больше пользы. Шейх Ибн Утаймин говорит теперь, однажды друг резко остановил урок, у него положение, описывает шейх Утаймина, которую он, как обычно, проводил после закатной молитвы, после магриба давал уроки. Ученики удивились и вопросительно посмотрели на него, а он сказал, я обнаружил пятно краски на своей руке. Я совершил малое омывание, обратил на это внимание, а потом совершил молитву и сел проводить урок. И заметил это только сейчас. И он попросил у учеников разрешения, ба'да идникум, как арабы говорят, ба'да идникум, после вашего разрешения. Встал, удалил краску, после чего совершил малое омывение, повторил закатную молитву, магриб сделал, не совершая после нее никаких дополнительных молитв, вернулся к уроку, потому что урок является обязательным. Фарду кифая и также обязательный называется у нас. Вернулся куда? К уроку. Не сделал сунна намаз, а сделал фард намаз. И провел его до конца. Один из учеников спросил его, почему он повторил только обязательную молитву, но не стал повторять дополнительную. И он ответил, знание в данном случае важнее, потому что оно приносит пользу не одному человеку, а многим.
Ученики собрались, время идет, а это время урока, сказал шейх. Что же касается дополнительной молитвы, то она приносит пользу только совершающему ее. Если бы у него была возможность совершить и то, и другое, он бы так и поступил. Однако он видел, что урок важнее дополнительной молитвы. Разумеется, пренебрежительность, гафля, беспечность людей не ограничивается их невнимательным и небрежным отношением к перечисленным вещам, как я сказал, беспечность к Аллаху, к его религии, пророку, к людям, окружающей среде. Это беспечность, братья и сестры, будьте осторожны. Итак, разумеется, пренебрежительность людей не ограничивается их невнимательным и небрежным отношением к перечисленным вещам. Подобные отношения можно встретить и к правильности намерений, и к побуждению к одобряемому, и удержанию от порицаемого, и призыву людей к исламу, и их воспитанию, и к различным видам дополнительного поклонения. Молитва духа, сунны, совершаем перед или после обязательных молитв, молитв витр, сидение в мечети после совершения утренней молитвы до восхода солнца, а также к посещению уроков, содержащих религиозные знания и полезные наставления. Можно вспомнить и другие виды поклонения, о которых не вспоминает большинство людей. Шейхуль Ислам говорит в книге своем: «Иза тазахамаль мухаррамат», когда много харама приходит. Что тебе делать теперь? Ты живешь только в хараме. Нету халяльного варианта. Тебе можно жить тебе, используя минимальный харам. Или все харамы, нужно тебе убрать эти харамы как-то. Больше нету варианта, кроме как использовать харама. Можно использовать маленький харам, убирая большой харам, если нету халяльных путей. Дальше, в шариатском правиле также он говорит: «Иза тазахамаль ваджибат, юкаддум мильхул ауля». Если ваджибов много стало обязательств, то тогда в первую очередь делается ваджиб, который более важнее, как единобожие, как очищение от многобожия, баракаллаху фикум, а потом надо смотреть, смотря какой может быть куфр и неверие и многобожие, больше опаснее, убираешь больше опаснее, баракаллаху фикум, и так дальше поэтапно старается мусульманин изменить к лучшему все, из неверия к вере, из нововведения к сунне, из харама к халялю. Баракаллаху фикум, на этом остановимся. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.